Эта неделя, 7 дней нашей жизни в одной программе. Сергей Дорофеев, здравствуйте. Находясь внутри событий, сегодня мы покажем. Высокое напряжение электромайдана. Протесты в Армении охватывают всю страну. Жизнь на Донбассе невыносима усилиями обеих сторон. Наш корреспондент прилетел с войны и делится рассказом. История с арестом российского имущества получает продолжение. Им к психиатру пора. Эмоциональнее всех на решение европейцев реагирует глава РЖД Якунин. У крымских татар есть стратегия возвращения полуострова. Смотрите эксклюзивное интервью главы Меджлиса. Некоторые штрихи этой недели. Начинаем. Армянская власть в прямом смысле слова подмочила свою репутацию. Ереван, вторник, раннее утро. Полиция разгоняет акцию протеста против подорожания электроэнергии. Так называемый электромайдан просто смывают водометами. За медицинской помощью обращаются несколько демонстрантов. Власти сообщают о ранении 11 полицейских. Более 200 митингующих задерживают, многих потом отпускают. Прокуратура Армении возбуждает уголовное дело по статье «Хулиганство». Не просто приходится и журналистам. За свою профессиональную деятельность они подвергаются нападениям. Среди тех, кто пострадал, и корреспондент армянского бюро «Радио Свобода» Сисак Габриэлян. Во время нападения на журналистов особой активностью отличались лица в штатском. Они целенаправленно нападали на журналистов, отнимали видеочипы, ломали видеокамеру. Митинг под названием «Нет грабежу» начинается в Ереване неделю назад. Водометы протестующих не пугают. На улице выходит все больше людей. Атмосферу Еревана в эти дни в лайв-режиме передает корреспондент армянской службы «Радио Свобода» Татевик Лазарян. На улице Баграмян собирается несколько тысяч людей. В основном это молодежь, которая не симпатизирует ни оппозиции, ни правительству, никому. То есть довольно-таки аполитическая масса. Мы будем продолжать здесь стоять. Они не смогут нас остановить. Нас не первый раз бьют на улице наши же полицейские. При средней зарплате $200 за электричество люди платят около $60. В интервью с нами говорили, что они будут стоять до конца, пока правительство не аннулирует вот это решение. Я не позволю на этот раз нашей полиции даже дотронуться до этих молодых людей, поэтому я и пришла сюда сегодня. Все незаконные действия протестующих встретят адекватный ответ со стороны органов правопорядка. Они там поставили ящик для пожертвований, и там собралась какая-то сумма, и они на эту сумму сейчас обеспечивают едой. Сейчас там жара стоит, днем несколько сотен людей, а вот вечером уже собираются, становится несколько тысяч. Кризис доверия власти в Армении назревал давно. Против повышения тарифов люди поднимались уже несколько раз. Причины, следствия и портрет демонстрантов у директора армянской службы «Радио Свобода» Гарри Тамразяна. Беседует моя коллега Шахида Якуб. Я думаю, что сейчас, особенно у молодежи, накопилась очень такое, энергия какая-то против правительства, против программ правительства, которые никак не вкладываются в умы этой молодежи, да. И они считают, что повышение цен на электричество сильно повлияет, в общем-то, на уровень жизни в Армении. И они просто я бы не сказал, что это просто движение за, снижение цен на электричество. Это проявление фрустрации. Да, скажите, стоят ли за этим какие-то политические партии, движения? Кто организовывает этих людей? Они сами по себе просто выходят на улицу и стоят. Во-первых, это движение социальное, то есть не политическое, не партийное, абсолютно. Они сами говорят, что лидеры партийные, они могут прийти сюда, они могут выступить, они могут обратиться к нашим, сторонникам, но они никогда не могут это делать как, лидеры партии. Они могут прийти сюда как только граждане Армении, больше ничего. О чем это говорит? Это говорит о том, что они ясно дали всем понять, что они считают, что оппозиция тоже является частью коррумпированного истеблишмента политического в Армении. Поэтому они никак не хотят с ними сотрудничать.
Ну, а лидеры у этой протестной массы есть? У них есть, да. Они молодые люди, им, может быть, до 30 или, может быть, чуточку за 30. Эти очень образованные люди, они говорят не только на русском, но и на английском. У них может быть у каждого по 2 смартфона, может быть там компьютер, я не знаю. То есть они очень образованные люди, они понимают и очень трезво оценивают ситуацию, сложившуюся в Армении, и они очень сильно критикуют политику армянских властей в смысле того, что они вот никак не могут противостоять экономической экспансии России в Армении. На главное требование людей власти реагируют спустя почти неделю после начала волнений. Правительство Армении не собирается пересматривать решение о повышении тарифов, однако выделит компенсации необеспеченным слоям населения, заявляет в четверг премьер-министр республики Авик Абрамян. К концу недели акции протеста охватят всю страну. Продолжение, судя по всему, следует. Следующий штрих к неделе – желто-голубой. Новости с Донбасского фронта. Боевики непризнанных ДНР, ЛНР перебрасывают тяжелое вооружение от берегов Азовского моря на другие участки линии разграничения. В начале недели интенсивность обстрелов на Мариупольском направлении снизилась, зато в ночь на четверг по селу Широкино опять ведут огонь из запрещенных 152-миллиметровых гаубиц, сообщает командование операции в Киеве. Боевые же действия в районе Донецкого аэропорта продолжаются всю неделю и днем, и ночью. Из командировки на Донбасс вернулся корреспондент программы Петр Шоломовский. Мы встретились в среду, говорили о выживании местного населения под обстрелами и работе наблюдателей ОБСЕ. Добрый день, Петр. Ты только что вернулся из Донбасса, вот буквально несколько часов как самолета. С одной стороны, усиливается отток местных жителей с территорий, которые Киев не контролирует в зоне непризнанных ДНР, ЛНР. Это свидетельство, по-твоему, разочарования людей так называемыми мирными договоренностями, или там просто физически настолько все разбито, что жить негде? Это один миграционный поток. А с другой стороны, люди начинают возвращаться в те населенные пункты, которые не на самой линии разграничения. Что происходит там сейчас? Во-первых, что такое линия разграничения? Да, это некая условная линия, нарисованная в случае Донецкой области, прямо посреди этой Донецкой области. То есть люди едут в выходные, они едут в магазин, да, потому что магазины в донецких окрестностях, они либо пустые, либо там дорогой товар. В общем, нет там того ассортимента в том качестве и в тех ценах, которые они привыкли видеть на Украине. И поэтому они едут на украинскую зону, на украинскую территорию, чтобы там купить себе продуктов. А в воскресенье вечером они едут обратно. Да? То есть население, оно совершает такие перемещения через вот эту линию, и эти перемещения, они на самом деле постоянные. Да? Кто-то едет проведать дом. Вот у него есть дом, он, может быть, там не живет, потому что там крыша разбита, но ездит его проведывать, потому что у него там вещи, он боится за них. Тем не менее, люди возвращаются и туда тоже. Да, со стариками, со своими детьми. Вот мужик один год не был дома, приехал с заработков, да, у него там дома нет ничего. То есть там и кролики какие-то были, и вещи какие-то лежали, и, в общем, все это исчезло. То есть одни возвращаются на пепелище и, в общем, собирают свой нехитрый скарб, который остался, и надеются перезимовать, что хоть какая-то крыша будет над головой. А другие, расчаровавшись, как сами люди говорят, в недостаточном внимании Киева, они просто уезжают в Днепропетровскую область, в Херсонскую, в Харьковскую. Почему уезжают люди, понятно. Потому что жизнь их, здесь очень важно отметить, что эта жизнь, она стала невыносимой совместными усилиями обеих сторон. Да? То есть она стала невыносимой, и они решили уехать в другое место. В этом нет, в принципе, ничего хорошего. Губернатор Луганской области Геннадий Москаль на медне критиковал работу миссии ОБСЕ в регионе. Я выписал себе цитату, она такая: уважаемое ОБСЕ должно было бы не сидеть в ресторане, в отеле с утра до ночи, пить пиво и виски, а ехать на эту территорию, имеется в виду наблюдать. Пан Геннадий сказал это более... Нет, я понимаю, о чем речь. Да, по-твоему, насколько работа миссии ОБСЕ результативна? Я в том плане, что удается ли наблюдателям четко фиксировать, кто, когда открывает огонь, и нарушает Минские соглашения. ОБСЕ, у них, в принципе, достаточное количество людей, достаточное количество наблюдателей, наблюдательных постов и достаточно большое желание прекратить кровопролитие в Украине. Так. И ОБСЕ, на мой взгляд, это
самая вменяемая группа людей, которая в этом конфликте так или иначе в этот конфликт вовлечена. Это люди, которые действительно говорят: ребята, давайте вы остановитесь и на пару километров отойдете друг от друга, потому что людям, которые живут в этой деревне, из которой вы устроили тир, им нужно вернуться домой. И теперь о политических заявлениях по Украине. На неделе в Страсбург на сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы отправляется корреспондент программы Кенан Алиев. От главы ПАСЕ Ан Брассер он, как и другие журналисты, слышит знакомую фразу. Главный человек ассамблеи выражает озабоченность гуманитарной ситуации и соблюдения прав человека в так называемых ДНР, ЛНР. У главы украинской делегации в ПАСЕ Владимира Арева моему коллеге удается взять интервью. И здесь уже были куда менее ожидаемые заявления. Заявление, например, о том, что стоит на время отделить территории Донецкой и Луганской областей. Я считаю, что в данной ситуации нам нужно будет сделать одну самую простую вещь. Отделить эти территории на то время, пока они сами не поймут, куда они хотят. Если мы сейчас будем реинтегрировать в нынешнем состоянии Донецкую и Луганскую область, то упадет вся Украина. Знаете, это чем-то приходится, к сожалению, жертвовать. Инфраструктура разрушена, огромное количество населения настроено совершенно вражески в Украине. То есть нам хотят российский план сейчас сунуть нам троянского коня в виде разрушенного и Донбасса с промытыми мозгами российской пропаганды. Спросил наш корреспондент у Владимира Арева и о реформах в Украине. В ответ услышал: воля есть, денег нет. Реформы, которые ожидали от, скажем так, участников Майдана, все-таки идут очень медленно. И есть даже такие заявления, что у нынешней украинской власти недостаточно политической воли проводить полномасштабные реформы. Воли достаточно, денег нет. Знаете, как евроремонт делается тогда, когда есть средства. Украине нужен план Маршалла. Если страны, которые хотят нам помочь, а у нас есть желание проводить реформы, дадут нам четкое понимание: вот, ребята, сделайте то, и это мы вам даем на это вот столько, столько и столько. Как в свое время было с Западной Германией. Евроремонт стоит дорого. Эта неделя, 7 дней нашей жизни в одной программе. Сергей Дорофеев. Приветствуем всех, кто только к нам присоединился. Далее у нас продолжение истории с исками акционеров ЮКОСа к России. В Санкт-Петербурге на встрече с руководителями крупнейших мировых информационных агентств Владимир Путин заявляет: реакции на арест имущества России в Бельгии и Франции не может быть. Москва будет защищать свои интересы через суды. По делам подобного рода Гаагский арбитражный суд имеет компетенцию только в отношении тех стран, которые подписали и ратифицировали энергетическую хартию европейскую. Россия не ратифицировала эту хартию, поэтому мы не признаем юрисдикцию этой судебной инстанции. Напомню, постоянная палата Третейского суда в Гааге обязала Россию выплатить акционерам ЮКОСа почти $50 миллиардов за экспроприацию нефтяной компании. И цифра эта не конечная, было несколько судов по искам бывших акционеров. Так, например, Европейский суд по правам человека постановил: Москва должна около 2 миллиардов евро. Им к психиатру пора. Пожалуй, самая эмоциональная реакция на арест имущества следует от главы РЖД Якунина. Эксперта по энергетическим вопросам из Нью-Йорка Илью Заславского мы спросили, удастся ли истцам добиться своего. Какой у них ресурс? В отличие от фирмы «Нога» и там других прецедентов, у них, по сути, ресурс не ограничен. Они могут и 10 лет, и 15 лет преследуют российское правительство, если надо. Рано или поздно они, по крайней мере, свои издержки на адвокатов отобьют. Они делают Россию уязвимой, и ее компании государственные. Вот даже РЖД посылает каждый раз, там 2 поезда есть в Париж и в Ниццу. Теоретически компания ЮКОС может, а бывшие акционеры могут арестовать поезда. Там картины выезжают из Эрмитажа. И так далее. Список бесконечный. Выход — договариваться с акционерами, вот с бывшими акционерами ЮКОСа. Может быть, не на 50 миллиардов, а на какую-то меньшую сумму. Возможно, у них будут какие-то другие предложения, например, отпустить невиновного Пичугина, которого обвинили в организации убийств, чтобы подкопаться под Михаила Борисовича Ходорковского.
Иски по делу ЮКОСа не единственная проблема Москвы на неделе. Французские власти замораживают несколько банковских счетов, а это миллионы евро в ходе расследования дела Сергея Магнитского. Глава британского инвестфонда Hermitage Capital Management Уильям Браудер, чьим юристом и был Магнитский, якобы нашел доказательства существования мошеннической схемы, с помощью которой во Францию и Люксембург ушли 230 миллионов долларов, являвшиеся частью разоблаченной Магнитским аферы. Деньги из российского Эрмитажа через молдавские банки переводились в офшоры на Виргинские острова, а затем шли в Европу. Напомню, Магнитский умер в 2009 году в московском СИЗО «Матросская тишина» от проблем с сердцем. Его обвиняли в крупных хищениях из бюджета. Правозащитники уверены, представители власти сознательно игнорировали плохое состояние здоровья юриста, чтобы заставить его замолчать. Некоторые штрихи к минувшей неделе. 7 дней за полчаса. В четверг здесь, в Праге, мы записали эксклюзивное интервью с главой Меджлиса крымско-татарского народа Рифатом Чубаровым о том, как татары собираются возвращать свою землю. Не пропустите, покажем через минуту. Ну а прямо сейчас вновь возвращаемся в Страсбург на сессию ПАСЕ. В своей итоговой резолюции Ассамблея впервые называет Россию страной-агрессором. В документе, в частности, идет речь о пропавших без вести в ходе конфликта на Донбассе. Формулировки ужесточают прямо в день голосования. Территорию Крыма в резолюции парламентарии называют оккупированной. Как и чем живет коренное население Крыма сегодня, откуда ждет помощи и что собирается предпринять? Интервью с Рифатом Чубаровым. Здравствуйте, господин Чубаров. Добрый день. Спасибо, что приехали, нашли время для этой встречи. Недавно против вас ФСБ возбудило уголовное дело, у меня цитата, за то, что вы выступали с призывами к действиям, направленным на изменение территориальной целостности государства. Российского имеется в виду. И после этого замглавы так называемого правительства полуострова Руслан Бальбек заявил, что Чубаров больше не имеет права быть лидером крымских татар. То есть Москвой между татарами Крыма вбивается клин. Оцените, насколько это успешно делается, по-вашему. Ну, во-первых, я никогда не призывал к каким-то изменениям территориальной целостности России. Я всегда говорил о том, что Россия незаконно оккупировала Крым, и Крым не является российской территорией. Понимаете, это вопрос трактовок. Да, совершенно разные вещи. Второе, разумеется, оккупационные власти будут максимально пытаться дезориентировать крымских татар. О безуспешности попыток расколоть крымских татар и сделать их такими публично лояльными к оккупационной власти говорит весь прошедший год. Первый сценарий – это подкуп. Второй – это устрашение. И вы знаете, мы пережили исчезновение активистов. Это массовые обыски, маски-шоу, судебное преследование сотни людей. Теперь идет этап такой, знаете, размытия как бы политикума крымско-татарского народа. Но он тоже не удастся, потому что мы не живем в изолированном мире. Есть еще одна технология, хотя, может быть, это не технология, вы по-другому это назовете. Как вы оцениваете попытки Татарстана, ну, скажу так, примирить Россию и крымских татар? Не считаете ли вы, что все, что делает Татарстан в последнее время, это и культурные десанты, это и финансовая помощь, это для того, чтобы как раз вот размыть политикум, как вы говорите? Ну, Кремль руководствуется своими соображениями, это как бы попытка навязать нам некоего, знаете, опекуна. Но получается? Нет, не получается, потому что за исключением некоторых привязанных к Москве чиновников во всех регионах России есть вполне адекватные, разумные люди. Все, кто по приказу Москвы вступают с нами в контакты, они, в общем-то, не убеждены в том, что они поступают правильно. С одной стороны, Эрдоган с Путиным устраивают совместный энергетический проект. С другой стороны, в Баку на Европейских Олимпийских играх Эрдоган передает Путину доклад о нарушении прав человека в Крыму. Могут ли крымские татары сейчас рассчитывать на реальную, прикладного характера помощь Турции? Вы можете ответить на этот вопрос мой прямо, без дипломатических равновесий? Лишь совместно с международным сообществом. В единственном лице нет. То есть Стамбул не готов быть вашим помощником номер один? Стамбул не готов самостоятельно противостоять Москве. Турецкий политикум и, собственно, турецкое государство находятся в обстоятельствах очень многих вызовов. В этой связи у меня следующий вопрос. Есть ли сегодня у крымских татар стратегия отстаивания своих прав? Если да, то какая она? Это
опасная общественная активность на полуострове – это ваши встречи и встречи Мустафы Джемилева, ваших соратников, коллег с европолитиками. Вот какая это стратегия? Цель – это возвращение Крыма. Первый фактор – это фактор дальнейшего давления на Россию. Это санкции, это, возможно, и прекращение действия банковской системы SWIFT. Второе – это укрепление обороноспособности украинской армии. И третье – это уже та часть, которая непосредственно лежит на нас, на украинцев, внутри Украины. Это реформы, надоевшее слово, но без этих реформ невозможно. Это борьба с коррупцией, это установление справедливого правосудия. Реформ де-факто нет, тех, которых ждут и татары, и международное сообщество. Коррупция не снижается. Но не считаете ли вы, что в Украине сегодня нет политической воли для проведения реформ? Вы знаете, давайте, может быть, я чуть воздержусь от конкретного такого ответа сказать «да», потому что вот в этой ситуации, в которой мы находимся, говорить о том, что ничего не делается, тоже было бы несправедливо. Но сказать, с другой стороны, что мы сегодня, вот политикум украинский, оправдываем ожидания украинского общества, вот в этой части тоже не приходится. Общество в Украине сегодня созревает быстрее, чем политикум. Намного быстрее. Благодарю вас за ответ и спасибо за ваше время. До свидания. Эта неделя такая разная. Отправляемся в Грузию. Тбилиси продолжает приходить в себя после наводнения. Настоящей личной трагедией для жителей грузинской столицы становится гибель большинства обитателей местного зоопарка. Сегодня туда, где еще недавно гуляли с детьми и фотографировались, идут сотни тбилисцев. Грязь и мусор люди в прямом смысле слова собирают ладонями. На трагедию откликнулись зоопарки многих стран, предлагают свою помощь и деньгами, и животными. С директором тбилисского зоопарка встретился корреспондент программы. История, которую мы не могли не показать. Время собирать камни во всех смыслах. Постигшая тбилисский зоопарк трагедия стала личной для его директора Зураба Гуриелидзе. Всех очень жалко, но есть некоторые, которые особенно жалко. Особенно это касается молодого белого льва или львенка, годовалого Шумба, который был любимцем всей Грузии. Из приматов погибли все аманги, что были очень интересная пара, и гибон Маугли, который я считал, как будто он был моим другом, потому что у меня с ним были очень такие хорошие дружеские отношения, и каждый день мы с ним общались. Несмотря на фатальный характер разрушения, любимое место тбилисских детишек будет восстановлено. Другой вопрос, на какой территории и в каком объеме. Мы работаем очень активно, надо построить новый зоопарк, и мы считаем, что лучше построить на новом месте. Зоопарк у нас, для нас была выделена территория, которая принадлежит Тбилисского зоопарка, около Тбилисского моря, и там собираемся построить зоопарк. Беспрецедентная поддержка, оказанная зоопарку общественностью, властями и особенно молодежью и студенчеством, вселяет надежду на будущее. Не остались в стороне и зоопарки ряда стран, предложившие всестороннюю помощь, моральную и материальную. Георгий Чкония и Давид Симонишвили специально для программы «Настоящее время». Это была целая неделя за полчаса. 7 дней нашей жизни в одной программе. Все выпуски на сайте currenttime.tv, в социальных сетях и в эфире ваших национальных телеканалов. Я Сергей Дорофеев. Спасибо, что смотрели и думали.